Признавшийся в шпионаже в пользу Китая американский военный разведчик Рон Роксвелл Хансен приговорен к тюремному заключению сроком на 15 лет. В письменном заявлении Министерства юстиции США указывается, что 58-летний Хансен обвиняется в передаче секретных данных китайским разведчикам, начиная с 2014 года. Хансен проработал в штабе военной разведки Пентагона с 2006 года и имел доступ к секретной информации. Выступивший на 14-й конференции Исламской организации сотрудничества, прошедшей в столице Марокко, глава турецкого парламента Мустафа Шентоп упомянул положение уйгуров в Восточном Туркестане и призвал участников организации к активным действиям для установления справедливости в уйгурском регионе. В Стамбуле завершилось собрание на тему «Концентрационные лагеря и судьба уйгурской интеллигенции», на которой присутствовали академики, историки и представители общественных организаций. В свою очередь, в здании Национальной почты США прошла выставка фотографий, посвященная нарушению прав человека в Восточном Туркестане. Стало известно, что стратегические бомбардировщики США совершили посадку в военной базе Файерсфорд в Англии. За последние 2 дня в Англию были направлены военные самолеты США типа Б-52 и Б-52H. Ранее бомбардировщик Б-52H был замечен в воздушном пространстве России, близ Калининграда. По сообщениям источников по контролю за авиалокацией, полет был совершен с целью симуляции бомбардировки российского авиафлота. Желтые жилеты снова вышли на улицы Парижа. Демонстранты, которых полицейские разогнали при помощи газа, разгромили магазины, находящиеся на улице Чемп-Элис.